описания алгоритма, пару слов о работах на схожей тематике, поскольку непосредственно описания такого алгоритма в литературе встречной не было. Логика поисковых систем представляет собой последовательность действий пользователей по отношению к ним. А под последовательность таких действий, относящихся к одной поисковой цели, принято называть логические сессии, а задача их выделения сегментации. В моей работе используется простой способ разделения сессий на логические сегменты по паузе между действиями пользователя. Следующая группа исследований направлена на переформировку запросов. Большинство из них имеют приложение к построению подсказок, уточнений запросов для пользователей, которые часто предлагают поисковые системы. Также в моей работе рассматриваются алгоритмы кластеризации запросов. Они используют различные графовые модели, и люди ими занимаются. Перейдем к описанию построенного алгоритма. На вход поступает исходный многозначный запрос Q0. Далее, используя информацию о его преформулировках, а также о тех запросах, на которые были, документах, на которых были переходы, мы строим множество связанных запросов. На слайде они представлены как Q в смысле с 1 по 5, на самом деле, конечно же, больше. Затем у нас имеется статистика о тех документах, на которые совершались переходы. И множество связанных запросов и множество документов мы рассматриваем в качестве состояния маркерской цепи. Переходов, которые бывают трех типов. Первый – это переходы между двумя запросами. Он символизирует собой преформулировку запроса. Переход между запросом и документом символизирует клик по поисковой выдаче. А документы в построенной модели являются притягивающими состояниями, поэтому в них добавлены ветви с сами единицы. Далее, начав случайное блуждание в каждом из запросов, мы можем найти вероятность за n шагов оказаться в каждом из документов. Эти вектора вероятности являются первым представлением запроса, рассматриваем в работе, представлением запроса в векторном пространстве. Однако, не удовлетворившись качеством кластеризации таких векторов, было принято решение усложнить модель и рассматривались вектора с координатными словами из этих документов и информацией о двухчастотности. При помощи алгоритма Complete Linkage и функции сходства косинус была проведена кластеризация запросов. В результате получился набор кластеров. Кластер включает в себя запросы и с некоторыми весами документов, к ним относящиеся. Сам по себе кластер соответствует определенному интенту, понять какому — это уже задача конечного пользователя данной системы. Далее для расчета весов составляется некоторая выборка сессий поисковых, содержащих исходный многозначный запрос, и эти сессии распределяются по полученным кластерам на основе тех действий, которые делал пользователь. Вес интента в конечном итоге определяется как относительная доля сессий, попавших в определенный кластер. На этом слайде представлены все шаги полученного алгоритма, от многозначного запроса на входе до кластеров интентов и их весов на выходе. Была произведена оценка качества полученного алгоритма. Во-первых, оценивалось качество кластеризации при помощи 4 перечисленных на слайде метрик. При помощи критерия перестановок на уровне значимости 0,1% была отвергнута тестовая гипотеза о том, что полученная кластеризация не отличается от случайной. Производилось сравнение различных запусков алгоритмов с различными параметрами. Так, например, при помощи bootstrap на уровне значимости 1% была отвергнута гипотеза о том, что кластеризация векторов на словах не лучше, чем кластеризация в документах. Оказывается, это усложнение модели, оно, правда, действительно лучше получается. Оценивалось качество расчета весов. Для этого использовалось распространение индекса рандом на случай нечеткой кластеризации, а также процесс расчета весов рассматривался как классификатор наличия интента в сессии, есть он или нет, и для этого использовались стандартные точности полнота. На этом графике представлен пример полученных результатов. Это зависимость средних значений метрик в качестве кластеризации от порогового значения при кластеризации. Здесь приведены доверительные интервалы для средних значений нечеткого индекса ран точности полноты определения интента. В результате данной работы был построен алгоритм расчета оценок весов интента для многозначных запросов. На языке Java в виде веб-сервиса реализована система для запуска и анализа расчетов. На языке C++ реализованы утилиты для подготовки и обработки данных на кластере MapReduce.
Также в систему встроена функциональность для ручной разметки тестовых данных и оценки качества кластеризации, оценки качества алгоритма, который была проведена. Спасибо. Ну, естественно, вопрос, где это собирается примениться? Я работаю в компании Яндекс, собственно, там я это делал. Какое-то уже внедрение есть? Внедрения конкретного пока нет. Нужно отправить именно еще большую оценку качества, потому что здесь я Хорошо, какая предварительная экспертиза? Или руководитель об этом скажет? Ну, хорошо. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросы есть? Да, есть вопрос. Чем обусловлен выбор Java для таких алгоритмически сложных задач? Ну, я работаю в той команде, где у нас мы строим различные сервисы для аналитиков поиска. Вот у нас основной язык, я использую некоторую кодовую базу, которая у нас для этого есть. Соответственно, понятно, в этом дело. Наличие в Legacy кода. Ну, не Legacy код, просто такие приняты. Предписано сверху. Да. Понятно. Еще вопросы есть? Да, руководитель, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Галина, я научный руководитель Григорьева Артема. Актуальность выбранной задачи обусловлена тем фактом, что автоматизация классификации поисковых целей сократит объем ручной работы при построении метрик качества поисковой системы. На данный момент мы работаем в отделе качества поиска компании Яндекс, и при исследовании многозначных запросов построения метрик качества при сравнении либо разных поисковых алгоритмов одной системы, либо разных систем, мы используем ручной труд экспертов, которые просматривают логи, просматривают сессии пользователей и говорят о том, какому поисковому цели та или иная сессия принадлежит. Предложенный Артемом алгоритм позволит ликвидировать эту часть работы. Сократится трудозатраты, денежные в том числе, и увеличится скорость построения метрик. Меньше будет предварительной работы. В ходе работы Артем использовал следующие языки Java, JavaScript и C++. Они оформлены согласно требованиям компании Яндекс и покрыты юнит-тестами. В ходе работы Артем показал себя грамотным специалистом, умеющим решать самостоятельно поставленные задачи, проявил заинтересованность в поставленные задачи, был весьма трудолюбив. Я считаю, что его работа заслуживает оценки отлично и рекомендую ему продолжить исследования по данной инициативной работы по справке. Отлично. Ну, да, вы скажете, на какой стадии внедрения сейчас находится ваша компания в этот результат? То есть, как вы лично думаете, будет он внедрен в практику производства? Мы докладывали данный результат в нашей компании, нам рекомендовали воспользоваться экспертными оценками для того, чтобы построить не кластеризацию, а классификацию, увеличить качество создания, а также поговорить с ребятами из другого отдела, чтобы использовать не только оценки качества данного алгоритма, но и для поиска при ранжире. То есть предложили пути дальнейшего исследования? Да. На данной стадии для того, чтобы применить для оценки качества нам необходимо будет для метрик. Нам рекомендовали все-таки воспользоваться экспертными оценками на первой стадии собрания, чтобы построить классификацию. Конечно. Хорошо. Инцидент есть? Тогда вы прочитайте, пожалуйста, ваше представление. Здесь или такой выдержку самую? Введение не надо, там начиная о чем классификация темы не надо, вот где начинается работать. Практическая ценность диплома заключается в разработке и реализации оригинального алгоритма для оценки высокоинтенсивных многозначных запросов, которые асессоры могут запускать и исследовать на своих данных с помощью специального реализованного веб-сервиса, таким образом настраивая и улучшая поисковую систему. Автор продемонстрировал высокий уровень владения современными средствами разработки.
программных систем, а также способность использовать требуемые задачи инженерных запросов в физический аппарат, который включает в себя теорию стилизации, методы награды, марковские цепи и различные методы. В качестве замечаний необходимо отметить следующее. Диплом предлагает реализацию оригинального алгоритма, однако нигде не приведены оценки его сложности. Отсутствует схема с архитектурой разработанного сервиса, что затрудняет понимание организации системы в целом. Рассмотрен только один алгоритм стилизации интента, алгоритм Complete Vintage Language. Это агломеративный алгоритм иерархической стилизации, который в процессе работы строит древовидную структуру данных, дендродрама. Не описан подробно критерии остановки алгоритма и отсутствуют какие-либо иллюстрации построенных дендродрам. При этом анализ дендродрам в графическом виде часто позволяет получить более качественные результаты по стилизации. Несмотря на вышесказанные замечания, дипломная работа Григорьева Артема Валерьевича выполнена на высоком уровне, оставляет положительное впечатление и заслуживает оценки отлично. Спасибо. Защита окончена. Следующий.